Здравствуйте, в эфире Вести, Чеченская Республика, в студии Луиза Яхяева и главные темы выпуска. Высокая точность. Ну и самое главное, в Росспецназе мы могли отрабатывать те решения, которые вряд ли бы где-то еще отработали. Спасибо большое за сотрудничество. В Российском университете спецназа прошел второй этап Кубка Чеченской Республики по практической стрельбе из пистолета. Там же главе региона продемонстрировали возможности новой стрелковой винтовки. Подробнее сегодня в эфире. Национальные танцы. Чеченский танец. هذا بديت حالها ديش داخلها يعظمون شش داخلها داس خلها دانا هردو أربعة بالنبوق باشه دانا استيل حقيس خلوا مو بعديش. В доме торжеств Дагуна Амаева прошел финал фестиваль конкурса «Нохчи Халхар-2023». Мероприятие посетил и глава региона Рамзан Кадыров. Мир, труд, май. Глава нашей республики все силы прикладывает к этому, чтобы человеку труда было комфортно, были условия труда, и он мог спокойно работать и жить со своей семьей в этом регионе. В честь праздника на мемориальном комплексе славы имени Ахмата Хаджи Кадырова собрались трудящиеся со всех районов региона. В Российском университете спецназа прошел второй этап Кубка Чеченской Республики по практической стрельбе из пистолета. Там же продемонстрировали возможности нового стрелкового комплекса «Раптор». Это совместная разработка Российского университета спецназа и компании «Беспок Ган». Мероприятие посетил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Этот день для Российского университета спецназа выдался по-настоящему насыщенным, ведь состоялось сразу два значимых события. Выставка высокоточных снайперских стрелковых комплексов «Раптор-338», произведенных российской оружейной компанией «Беспок Ган», и второй этап Кубка Чеченской Республики по практической стрельбе из пистолета. Мероприятие посетил самый важный гость Рамзан Кадыров. Главе региона презентовали результат совместной работы РУС и «Беспок Ган», уникальную снайперскую винтовку РУС «Беспок Ган» в калибре 6,5 РСП. Ее эффективная дальность составляет 1600 метров. Она будет выпускаться под их общим логотипом. На калибре 6,5 ПРС, он сильный, точный калибр. Он давно практикуется за рубежом. Так, мы взяли за основу этот калибр и сделали затворную группу, подходящую, которая раскроет полностью потенциал этого калибра. И с помощью Беспок Гана все эти идеи были реализованы, и затворная группа у нас получилась очень жесткой, очень точной, и погрешностью 2 микрона всего. Вот точную. Она может держать калибры даже выше. То есть если бы она была на других калибрах, даже 338 она без проблем держала. И вчера отработали на 1455 прям с первого раза. Вот. И что, если магазин здесь карбоновый, не боится ни ударов, ни падений, никакой деформации с ним не случится. Все вот здесь мы поменяли, да? Да, здесь в первую очередь мы сделали подходящий под этот калибр. То есть на обычной 6,5 ПРС, например, американскую, если мы возьмем, у нее даже не помещается правильно собранный патрон в магазин. А мы сделали длину затвора как раз под этот патрон, под правильно собранный патрон. И у нас просто шикарный мотор получился. Ты довольны? Очень доволен. Прям действительно большая работа была сделана. Мы очень много общались со Сланбеком, с ребятами. Ну и самое главное, в Росспецназе мы могли отрабатывать те решения, которые вряд ли бы где-то еще отработали. Спасибо большое за сотрудничество. Было очень интересный проект получился. Да, шеф, и самое главное, наверное, винтовка будет производиться под нашим совместным логотипом. РУС Беспок будет называться винтовка. Именно эта модель Беспок. Беспок, да. Название. Хоть что-то должно быть, да? Обязательно. Вообще, да. Обязательно. Одно удовольствие. Да. Это все винтовки, они сделаны для дальнего выстрела. Винтовка закрывает дистанцию, вот та винтовка закрывает 1800 метров, но она тяжелая по калибру, и ей тяжело тренироваться и обучать людей. У этой винтовки практически нет отдачи, то есть с нее может стрелять даже ребенок, и вполне комфортно. И при этом она закрывает те же самые дистанции, но чуть меньше.
Та винтовка 1800 метров закрывает дистанцию, это 1500 уверенно закрывает дистанцию и выше. До 1700 с этой винтовки можно будет стрелять без ущерба для здоровья стрелка. Будем развиваться, дальше строить все самое лучшее. Обязательно. Обязательно. Асланбек Арсунукаев – чемпион мира по снайпингу и автор идеи создания винтовки. Он четко знал, какими именно характеристиками должно обладать его новое оружие. Помог в этом многолетний опыт участия в соревнованиях. Идея пришла в силу того, что мы много выступаем на различных соревнованиях и, соответственно, много стреляем. И самые разные снайперские комплексы проходят через наши руки. Ну, самые топовые, скажем, брендовые снайперские винтовки с громкими именами. И определенные соревнования, которые предлагают сегодня организаторы, они бывают как бы смешанный формат. Где-то нужно быстро стрелять из неудобных положений, где-то нужно стрелять надалеко на тех же соревнованиях. И мы хотели что-то универсальное. Мы решили уже сделать как бы собственную разработку, которая бы отвечала всем требованиям профессиональных стрелков, чтобы не нужно было стрелкам импровизировать и прибегать к винтовкам другого калибра, чтобы приспособиться. В завершении осмотра оружия глава субъекта лично познакомился с российским предпринимателем и членом партии ЛДПР Виктором Бутом. Тот, в свою очередь, вручил Рамзану Кадырову картины собственного написания. Мы наблюдали за вами, когда вы были в тюрьме, когда проходил суд, когда перемещали вас, всегда было интересно познакомиться, узнать поближе, столько терпеть ложь и выйти достойно из этой ситуации, дорогого стоит. Мои уважения. Всегда по любому вопросу. Спасибо. А картина отдельное спасибо. Самым достойным местом. Сами соревнования вызвали большой интерес как у участников, так и у зрителей. Главная задача стрелка – поразить все мишени по мере видимости за максимально короткое время, при этом не выходя из зоны, отмеченной штрафными линиями. Количество зачетных выстрелов меняется на протяжении 12 упражнений, которые предстоит пройти соревнующимся. Стрелок должен обладать хорошей физической формой, умело обращаться со своим оружием, уметь быстро перемещаться и точно поражать мишени. Именно динамичность и зрелищность сильно выделяют практическую стрельбу на фоне других стрелковых видов спорта. В состязании приняли участие более 80 бойцов из 11 регионов Российской Федерации. Практическая стрельба уже успела занять особое место в жизни участников команды из Астрахани. Узнав о том, что в Чеченской Республике проходит второй этап Кубка, принимать участие или нет, они долго не раздумывали. Узнали на сайте Make Ready информацию, что проходит второй этап Кубка Чечни. И решили приехать. Мы здесь недалеко от вас. Доехали быстро, так что вот мы здесь, все у вас супер, все нравится. Как вы могли бы оценить сложность заданий? Сложность заданий. Длинные упражнения достаточно сложные. Короткие мы, в принципе, некоторые уже тренировали у себя. Тоже по несколько лет занимаемся. Ну, в принципе, все нормально, жить можно. Возможность самому взять в руки оружие и пострелять по мишеням глава Чеченской Республики не упустил. Только вместо пистолета он выбрал пулемет. Без внимания Рамзан Кадыров не оставил и средства массовой информации, ответив на все интересующие их вопросы, в том числе и то, как именно зародилась идея создать столь масштабный центр и как за короткое время его удалось воплотить в жизнь. Для того, чтобы на теории, чтобы была хорошая система, мы придумали Центр Русь, и первый этап прошли. И хорошо показал себя центр, и выдержал такой наплыв сегодня добровольцев, туристов и тех команд, которые приезжают из России. Дальше будем развиваться для того, чтобы быть готовы, чтобы спокойствие, безопасность не нарушала ни у нас региона, ни в целом государстве. И для этого нам нужно хорошие подготовленные специалисты. Для этого нам нужны училища, школы, университеты, чтобы не было больше войн. И если вдруг, чтобы всегда мы были готовы. Ранее глава региона заявлял, что хочет создать свою собственную частную военную компанию. Журналисты спросили, не изменились ли его планы и идеи.
У меня всегда была мечта быть мэром города Грозного, но в последнее время я больше думаю, чтобы создать хорошую такую боевую армию, чтобы могли воевать, перебраться в разные государства и защищать народы, которые ущемляют те страны, которые называют себя самыми демократическими государства. Мы видим, как их уничтожают, как их убивают, и как туда входит со своей демократией Запад, Европа. Вот единственное государство, которое невозможно разрушить, это наше государство. Мы всегда сплачиваемся, объединяемся. И у нас, хвала Всевышнего, есть идеология правильная. И мы никогда не будем согласны с теми демократическими лозунгами, которые они нам навязывают. Мы никогда не будем согласны с ними. Мы будем защищать свою страну. Авторы и создатели новой снайперской винтовки изъявили желание, чтобы первым, кто опробует ее, стал Рамзан Кадыров. И здесь он продемонстрировал высокую точность стрельбы. Попадание. Соревнования прошли на самом высоком уровне. Стрелки продемонстрировали хорошее владение оружием и концентрацией. По итогу среди победителей и призеров заслуженно оказались 9 представителей Чеченской Республики. Мадина Цулчиева, Ислам Ибрагимов, Саид Селим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». В Грозном состоялся финал республиканского фестиваля конкурса парного национального танца «Нохче-Хелхар-2023». В этом году он проходил во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева. Мероприятие посетил и Рамзан Кадыров. 17 пар представили свои уникальные номера, которые олицетворяют красоту и самобытность лезгинки в номинации любителей. 4 ансамбля в войнах Нохчо, Заманхо и Башлам принимали участие в номинации профессиональных танцоров. Вайтан лелоштег войнуар хелхар ацдари хелхар شيلو شيلو كيبر دايش أزدلا هورا شي كيبر وفراد إسخلها شي أزنشت دون أزنشت دون دي عاول سي عاول دونا سن غيلق خليه شي سن دونا تان وين بقي شال وين خلا مو بول بيزاجيت أوسم دا وشا شين عامين شين خوش ديك دونا وين جويش حدوشتو وين خلا مو هو ليز سو ناسو سنشناد وين وقتلو شادون عاجيش شناد سولدا إنترنت شادون شوية عاوز بولشانا سولا دونا خلا مو هو ليز عاوز عام وديسك شين هلو يروش جبالخد إسقاني يعني تولد عادون دي عادي أنا بيوقشناد قيش قوم شناد أحشيشين سكتاني تعيش صادو بديز حالها ديش دو خلها يعظمون شش دو خلها داس خلها دونا هر دو أربع بالنبوخ باش دونا استيل حقيس خلوا مو بالفيش خلوا هو ما ويشاش أول شيء دون هذا وقع رس خود شش نقول بيش دون منستير سو في البان وقع انسان يشكل قشكل نحبالش وين ميلدا وحوكش قد إز خلخ نيس دق قحوكش تراح وين سنك إزيق ولايش دقات سنتاح بابا بيز دون بابا بيش صار إزيق دبوسكات بيش دون يوعد دون صدوح دون كورت يو هيك أجا دي لحظة يولتن داتو يو مش تعاد داتو يو يشتغل يو تسميو يو تهش يو أخرج يو كانت يو أخل دوداش حتى مش أمجيش كيس كحمجيشي تنو تأخذنا إمجيش خلشي ويد أوروبا أحسن دعوت أوروبا دعونا ديك دوبوش يجدعنا إز on gelveltek Európába buszolbsná, hogy hádos, dakvias, bérs, talusol, szems, huszimás, egy dűzas bácsi, ilcs jádos tudom. Humahve хочет, что беруши деннан замечанина, что раз самолет со ираться дает тос, эльчи цудон, эльчи дает эльчи говорит, бер хадля, а права нарушать я шо или и бер дадуги, и бер кэчум далва. إبير على عدالة دانا إبير صوت عدانا مجتوش تو هاوش بس يخوش تاستان إيو برات شلوك دان ويجح تهان ويبير شوندو ويبير دان شوندو إش دينسي هوندو
Relaxi hundu ist Olaxi hundu bo tsarweg wein zundel bitar ta sankti ta mais beta akhdana tserdana sagılk doştum ve musun ve ahiret ibutar dahvuş bo zundel ve dahvuş bo san bir itan tabiyen dahid ve dayış lirin ve dana ditse deşqah diz mesela dana deres halil mesela akamil humanti ağalç doç sahul ağalç daha doş Nisdish, we but da all dita Dutch, that absolut that dish needs Dutch take on. We that's a lot on we both on that would but in the on so should masana barkal there is halala don option we halach don how walk by bir wala yes on we it's met the da praznik the doc des den dona noch im wat so aus mach produkt banch don ezerna skadon mir pratisch in izawa what no both der Batsabal Hamdan, met Shorbof, Lakay Posto. So that a way of Lakay Darki, Midaprat Shatas to Hora Ministro Rukovadis Lodon. So not paid Bahaus, Ishant Edil Nagdona, so not paid Bahaus Sarah, Dalmoladona, or paid her house of look with the rat to Bomasseri. По итогам конкурса членам жюри удалось определить победителей. Первое место среди профессиональных танцоров заняли представители ансамбля «Война» Халид Гарсеев и Джамиля Хамбулатова. Гран-при в этой же категории взяли солисты ансамбля Нохчо Сулим Гайрбеков и Иман Багаева. Среди любителей лучшими оказались пара из Урус-Мартанского района Ибрагим Исраилов и Хава Амирхаджиева. Гран-при забрали представители Шатойского муниципалитета Мехди Шахтимиров и Танзила Магомадова. Солидарность трудящихся, единство страны. В 2023 году такой девиз выбрали профсоюзы для ежегодного митинга в честь 1 мая. Также по случаю праздника на мемориальном комплексе славы имени Ахмата Хаджи Кадырова собрались труженики и чиновники. О всех особенностях чествования этого дня в сюжете Амины Тупелаговой. Легко с надеждой в груди идти вперед дорогой веры, когда идущий впереди Рамзан является примером. 1 мая – концертная программа. Международному празднику весны и труда, конечно же, быть. По такому радостному поводу на мемориальном комплексе славы имени Ахмата Хаджи Кадырова собрались трудящиеся и чиновники. Заместитель председателя парламента Шаид Джамалдаев в своем выступлении отметил, что в нынешних реалиях самое главное – единство. Нам как никогда надо быть едиными, сконсолидироваться, направить всю свою энергию на солидарность вокруг нашего руководителя и через это вокруг руководителя российского государства. В свой праздник профсоюзы выходят на митинг с девизом. Каждый год он разный, и в 2023-м звучит как солидарность трудящихся и единство страны. Главный лейтмотив всех наших действий заявит о своей поддержке действиям президента страны по обеспечению безопасности и единства страны, действиям главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича, по все, что они делают в поддержку наших ребят, обеспечение их там. И, конечно же, очень важно, чтобы вся страна поддерживала. Только так мы можем добиться успеха, добиться поставленных целей, намеченных специальной военной операцией. А это необходимое условие существования нашей страны, ее развития, достойной жизни граждан Российской Федерации. Около 700 представителей профсоюзов региона собрались с плакатами и лозунгами, чествуя День мира и труда. Такие простые понятия, которые обрела Чеченская Республика, достойно пройдя сквозь сложные испытания. Глава нашей республики все силы прикладывает к этому, чтобы человеку труда было комфортно, были условия труда, и он мог спокойно работать и жить со своей семьей в этом регионе. У нас, мне кажется, самый благоприятный и безопасный регион во всей Российской Федерации. Завершилось мероприятие возложением цветов к обелиску первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. К этой части примкнули и гости региона, которые случайно оказались свидетелями праздника. Чечню сейчас называют Грозный, особенно называют Дубаем, поэтому очень красивый город, очень чисто, аккуратно, очень красиво, со своей культурой, со своими правилами, традициями и очень правильными и интересными традициями. Особенно сейчас, когда все знают, что творится у нас на Западе, вот эти вот традиции нужно очень беречь.
Каждый год в День мира и труда жители республики выходят с большим энтузиазмом на митинг, чтобы показать единство и сплоченность в главной цели – развития региона. Традиционно 1 мая мемориальный комплекс славы имени Ахмата Хаджи Кадырова становится площадкой для митинга. И это не является случайностью, ведь именно первый президент Чеченской республики является для жителей региона олицетворением мира и труда. И в этот светлый весенний день каждый хочет почтить его память. Амина Тупилагова, Магомед Басаев. Вести. Чеченская республика. Обществу «Динамо» 100 лет. В честь этого события вместе собрались работники МВД, принимающие активное участие в спортивной жизни региона. Подробнее в следующем материале. Отметить столетие образования общества «Динамо» собрались высокопоставленные должностные лица субъекта. Руслан Алханов поздравил всех собравшихся с этой знаменательной датой. В своей речи министр внутренних дел отметил, что большую роль в становлении динамовского движения в нашем регионе сыграл герой России Ахмат Хаджи Кадыров. Хочу поздравить всех присутствующих динамовцев со знаменательной датой, выразить благодарность ветеранам и спортсменам Чеченского регионального отделения общества «Динамо». Желаю всем мира, благополучия и новых свершений во благо великой России. Вице-премьер правительства Чеченской республики Абузайд Висмурадов добавил, что наши спортсмены активно участвуют в спортивной жизни отделения и добиваются ярких побед. Он пожелал им дальнейших успехов. В настоящее время организации соревнуются в 14 видов спорта, в которых участвуют все сотрудники правоохранительных структур республики. Стоит отметить, что свыше 12 тысяч динамовцев входит в наше региональное отделение. Ежегодно они участвуют в 20 спортивных мероприятиях. За большой вклад в развитие динамовского движения юбилейной медалью 100 лет общества «Динамо» наградили вице-премьера по силовому блоку Абузайда Висмурадова, начальника управления войск Национальной гвардии Шерипа Делимханова. Почетной золотой медалью удостоен министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иса Ибрагимов. Медалью почетный динамовец отмечен заместитель министра внутренних дел Аслан Ирисханов, а также ряда других чиновников и правоохранителей. Ну и, конечно же, министр внутренних дел по Чеченской республике Руслан Алханов. Спортивное общество было образовано 18 апреля 1923 года. В 2000 году, благодаря герою России Ахмату Хаджи Кадырову, региональное отделение возродилось в субъекте, после чего твердо закрепилось в жизни органов правопорядка. Лейла Муртазова, Сайдали Ампукаев, Магомед Бараханов. Вести. Чеченская республика. Наша съемочная группа встретилась с бойцами подразделения ОМОН «Ахмат-1», которые вернулись на родину после успешного выполнения поставленных задач в зоне проведения СВО. О духе победы и целеустремленности воинов Лейла Муртазова. После успешного участия в специальной военной операции личный состав ОМОН «Ахмат-1» вернулся на родину. Командир подразделения Алихан Шавхалов сообщил, что бойцы в полном порядке и с возложенными задачами справились. Также он отметил поддержку, оказанную со стороны руководства региона. Мехкнана, Валермиолай, региональный общественный фонд Кюгел, Имана Несиус, Цводе, Надон, Юшук, я Малад, и Угаша, Дегила, Тучдер, Нух подразделений, Хара, Киеш, Халача, Цам, Юшичтаца, Войсен, Моссуй, Алла, Болой, Науастит, Эмлашна, Юш, Латуаш, Кацане, Метацане регион, а вон Махадал, Алшвад, Вомек Дассан, Поддержкаш, Метк Бабаца, Поддержк на высшем уровне Ирк, Дал Мола, ويا قدادنا هونيا شكله كيشادو دال هونيا داخل دلهم لتلقي أحمد سيل الله أكبر. Военнослужащие добавили, что необходимое для жизни и службы у них имелось, и все на самом высшем уровне. С такой заботой задачи любой сложности решались намного проще. командир угар халх цотон та онол деше мосоман та гаагу та коцэра ёл поддержктон хушу цанхуман та тон цан ишин бина бац его пачана делрез хил мосоман та татергло яша тон мосомет та этон хажа хошяхлыла ويت آدي حكنا وي صدادي شن برختو ده حكندات وخدع وشنا ويش ببيش بابوه ده بولنيت اللي هم عام هادش سيجار هنز خودا دي زامو ده دي زا مو آدي حكندات أيما نسيونا دوريز خل دال ساعة دول تعديل واش دق ميوخ خينا خا
Напомним, что бойцы довольно долго активно участвовали в специальной военной операции и были задействованы в самых горячих точках. Не ведая страха и усталости, они выполняли святую миссию во имя мирного неба и процветания своего государства. На этом бойцы не планируют останавливаться. После отдыха они вновь приступят к своим служебным обязанностям и отправятся в зону проведения специальной военной операции. Лейла Муртазова, Сайдали Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. Разные сценарии развития машиностроительного комплекса региона и страны обсудили на площадке международной научно-практической конференции «Автотранспортный комплекс 3.0. Актуальные проблемы и перспективы развития». Ученые и инженеры из 10 субъектов России, а также Республики Беларусь, Узбекистана, Армении объединил ГГНТУ имени Миллионщикова всего 200 экспертов. Проводится она при поддержке 20 ведущих образовательных, научных и промышленных организаций России и Белоруссии. В работе приняли участие министр транспорта и связи Рамзан Черхигов, ректор вуза Магомед Минцаев. Мероприятие приурочено к 85-летию академика Академии наук региона профессора Вахида Межидова. На сегодняшний день Чеченская Республика является одним из самых динамично развивающихся регионов. Нами открыты и обслуживаются более 200 маршрутов, по которым ежедневно выпускается порядка 1400 единиц автобусов. Хочется также отметить, что несмотря на все сегодняшние санкционные проблемы и ограничения, с которыми столкнулась наша страна, мы обновляем парки транспортных предприятий, покупая порядка 100 единиц автобусов ежегодно. Не обходится нами стороной вопросы цивилизации общественного транспорта, чтобы наши пассажиры имели возможность пользоваться необходимыми современными технологиями и не почувствовали дискомфорта. На этом все. Следите за новостями в наших социальных сетях и на платформе «Смотрим».